Ну и в продолжение несколько слов, презентация о основных свойствах натокиназы и о продукте кардиомарин. カーディオマリンの商品は、そうですね、ナットキナーゼが含まれた商品になっています。Кардиомарин – это продукт, в котором основным компонентом является натокиназа. こちら昨日もお話ししたと思いますけれども、日本人とカザフスタン人の平均寿命ですねと、死因を比較したものになりますが、日本の方がやはりですね、平均寿命が長いというのが分かるかと思います。大体15歳ぐらいの差ですね。そして、血栓症に関しては、日本よりも 10% 以上ですね、このカザフスタン人の人の方が、発症しやすいということが統計的に分かっています。Это очень наглядная картинка, которую мы также вчера вам показывали. Это сравнение деятельности жизни в Японии и Казахстане. Как вы видите, разница почти в 15 лет. Но кроме того, также и если мы сравниваем причины смертности, то доля заболеваний, относящихся к системам кровообращения в Казахстане на 10% выше, чем в Японии. こちら昨日ですね、皆さん見て勉強していただいたと思うんですけれども、私はですね、カザフスタンに到着してから、次の日の朝からですね、アルマン社長に、ヘリコプターで天山山脈の方ですね、連れて行っていただきました。初めてのヘリコプターで非常に高い位置をですね、飛んでいただいて、私の寿命は少し縮まったかもしれないです。Однако тут надо говориться, я первый раз прилетел в Казахстан, и по прилету нам сразу же организовали тур на вертолете, а Арман-сан показал нам окрестные горы. Я первый раз сел на вертолет, и вертолет очень большой высоты, все это нам показывал, поэтому моя длительность жизни, наверное, лет на 10 уменьшилась после этого полета. このような機会を与えていただいたですね、アルマン社長に感謝したいと思います。Это, конечно, шутка. Большое спасибо за такую возможность. Это было прям потрясающее впечатление. こちら次がですね、循環器疾患になりますけれども、カザフスタンの人の循環器疾患の割合になります。10万人あたり3000人とですね、非常に高いのが特徴だと思うんですけれども、特に男性よりも女性ですねの方が発症しやすいというところと、田舎の方よりも都心部ですねの方が発症しやすいということが分かっております。Еще одна наглядная картинка, полученная из казахских статистических данных, это то, что касается уровня распространения болезней системы кровообращения. И если брать на 10 тысяч человек, то почти 3 тысячи человек подвержены таким болезням. Причем, что интересно, женщины более подвержены этим болезням, чем мужчины, и также именно женщины, которые проживают в городе, больше всего подвержены таким болезням, если сравнивать с сельским населением. 今日来られている方は女性が多くて、都心部の女性が多いと思いますので、皆さんですね、本当に注意していただきたいと思います。Поэтому я думаю, что из присутствующих здесь коллег большое количество, я вижу, женщин, и, наверное, очень большое количество женщин, которые проживают в городе. Поэтому для вас это актуальный вопрос. 次にですね、こちらの方は、急性心筋梗塞で、亡くなられた死亡率になります。大体ですね、10.8% というのは非常に高い、数値になっていますけれども、こちらのですね、女性の方が注意していただきたいというのと、田舎よりもですね、やはり、都会の方がですね、10% となっていますので、非常にですね、この血栓症注意していただきたいと思います。Точно такая же пропорциональная картинка может наблюдаться и касательно смертности от этой болезни. Как вы видите, в Казахстане она более 10% составляет, также женщины более подвержены именно смертности от острого инфаркта миокарда. И также у городских жителей немножко больше
риск быть подверженным. 血栓症はですね、突然発症する病気で怖い病気です。特にですね、病院に発症してから病院に行くまでの時間が、重要になっています。カザフスタンは本当に広い国ですので、発症してから病院に行くまですごく時間がかかると思うので、日本と違って、そこら辺もですね含めて普段からのそのナットキナーゼでのカーディオマリンでのこの血栓症の予防というのは重要だと思います。Как вы знаете, острый инфаркт миокарда – это такая ситуация, где все в первую очередь зависит от времени. То есть, чем быстрее человек будет доставлен в больницу, где он получит помощь, тем больше шансов, что человек будет спасен. Для Казахстана, страны, где огромные территории, где очень большие расстояния, я думаю, это очень такой важный момент, поэтому, так как наш препарат, он позволяет именно бороться с такими болезнями, поэтому также обратите на это внимание. こちらは納豆ですね。納豆はですね、言い伝えでは1300年以上前から、食べられている、伝統的な食品です。大豆を、納豆菌を用いて発酵させた、食品がこの納豆になりますけれども、非常に健康価があるということで、世界的にも注目されている、そういった食品になります。Вот так выглядит наше блюдо натто, то есть это вареные соевые бобы, они выделяют турбогазную субстанцию, и в этом виде употребляется в Японии уже более 1300 лет. И это блюдо является одним из одним из наиболее полезных для здоровья блюд, и во всем мире очень большой интерес вызывает. この納豆の中にはですね、元の大豆由来の成分としてビタミン E、ビタミン B、そして大豆レシチン、大豆イサフラバンですね、そういったものがもともと入っているのに加えてですね、納豆菌の発酵で生産されるこのポリグルタミン酸であったりですね、ポリアミン、ビタミン K2、そして納豆キナーゼといった物質が含まれているのはこの納豆になります。Сами по себе соевые бобы уже очень полезные продукты, и в желтой зоне показаны активные компоненты, которые традиционно присутствуют в соевых бобах. Но если мы также проводим ферментацию, то в этом виде к активным компонентам также добавляются такие вещи, как указано здесь, глютаминовая кислота, полиамид, витамин К. その納豆キナーゼですけれども、その納豆キナーゼ立体構造が、右側の、図になります。この納豆キナーゼについてはですね、1980年に、発見された、酵素でありまして、日本の角先生がですね、角博士がアメリカのシカゴ大学で留学中に、研究された、そういったものになります。食品の中ではですね、唯一この納豆キナーゼが血栓を溶かす効果があるということで知られております。Что такое наттокиназа? Этот фермент, он впервые был описан и изучен профессором Суми в 1918 году, когда он проводил обучение по обмену в университете Чикаго в США. Вот. И здесь вот картинка, это объемное изображение именно структуры этого фермента. И считается, что среди других пищевых полезных элементов только наттокиназа имеет такой высокий показатель тромболитического эффекта. 弊社ではですね、世界で初めてこの納豆キナーゼを健康食品の素材として、1997年にですね、開発いたしました。そこでですね、納豆キナーゼの物質特許で製法特許を数多く、取得しております。И наша компания первой в мире смогла получить наттокиназа в виде выделенного вещества, которое можно использовать для пищевой добавки. И мы получили японскую официальную лицензию, то есть патент
на производство этого вещества. こちらは、試験レベルになりますけれども、ナットキナーゼの、実験になります。このシャーレに置いている丸い中の白い部分ですねが、人工的に作った、血清になります。そしてその中に真ん中にですね、ナットキナーゼを置きますと、このように、透明になる黒色の部分がですね大きく1時間3時間後になっていくということが分かりますが、これはですねナットキナーゼが血栓を溶解しているということを表すものになります。Это фотографии того, как мы в ходе эксперимента смогли показать, как расщепляется тромб. То есть это вот создан искусственный тромб, на него была добавлена натрокиназа, белым цветом показана в центре. И в течение времени, спустя 1 час, 3 часа, этот тромб был разжижен, переведен в жидкое состояние. Тем самым мы смогли подтвердить его эффект параболитический. こちらはですね、先ほどのものは実験レベルの、試験ですけれども、こちらは1試験になりますが、実際にですね飛行機を、飛ばしてですね、186名ですねの人をターゲットに、実験をしています。飛行機の中はですね、非常に乾燥していて、気圧の関係もあったりですね、また、長期間のフライトの場合はですね、座ったままの時間が長いということで、血栓症が一番できやすい環境になっています。Предыдущая картинка это была, значит, эксперимент с искусственным тромбом, а на вот этой картинке показаны данные, которые мы получили в результате исследования именно с использованием данных живых людей, то есть 186 реципиентов, они, значит, были протестированы в ходе полета на самолете. Почему на самолете? Потому что самолет это особая стрессовая среда. Во-первых, там сухой климат, во-вторых, там другое измененное давление атмосферное. В-третьих, в течение длительного времени вам приходится сидеть в одной позе, застойной. И поэтому повышается риск возникновения таких тромболитических тромбообразований. このようにですね、ナットキナーゼを飲んでいない人たちは、血栓症が発症しているのに対してですね、ナットキナーゼを飲んでいる方たちは全く血栓症を発症しないという結果が非常に有効的な結果として報告されています。И мы получили такие удивительные результаты, которые показали, что те люди, которые в процессе именно этого тестирования употребляли натрокиназу, они, то есть в них не было выявлено таких тромбообразований. 続きましてですね、このナットキナーゼを使った、次の臨床試験の結果になりますけれども、ナットキナーゼを飲んでいただいてですね、血液の状況がどのようになっているかというのを、顕微鏡で調べたものになります。Также ряд других тестов проводится, в частности, мы проводили наблюдение за состоянием крови. こちらがその実際のですね、血液の中の、画像になりますけれども、この画像の中の丸いのが、赤血球になります。И это вот результат этих клинических тестов. Видите, кругленькие показаны элементы. Это красные кровяные тельца. こちらの方はですね、35歳とまだ若いんですけれども、タバコを吸っている関係でですね、このように赤血球が連結して連なったような状態になっています。これは血液の状態が悪いドロドロとしたような状態になっていますが、ナットキナーゼを飲むとですね、このように赤血球の一つ一つがバラバラになってですね、血液がサラサラになっているというのがわかるかと思います。ただですね、ナットキナーゼをやめてしまう、飲むのをやめてしまうто少しですね、また元に戻ってくるというのが分かっています。Как вы видите, реципиент это 35-летний мужчина, который также курит. Он до приема
значит, натрокиназой, у него кровь была густая, и эти эритроциты, они были в таком слившемся состоянии, что повышало ее вязкость. Вот. И после недели приема препарата, как видите, кровь была разжижена, все кровяные тельца, они по отдельности разложены так, что получается кровоток более удобный и меньше нагрузки для сердца. Однако тут важно отметить, что через 3 недели после того, как он перестает принимать натрокиназу, его кровь все-таки обратно начинает сгущаться. Не до такой степени, как в самом начале, но в любом случае это говорит о том, что желательно прием препарата регулярно продолжать. 次はですね、42歳の女性の方なんですけれども、タバコは吸われてないんですが、40歳を超えてくるとですね、自然的にこのように赤血球が同様にですね、つながってきてしまいますが、先ほどの男性と同じようにですね、ナトキナーゼ摂取すると、改善してやめてしまうとまた元に戻ってしまう、そういった現象が起こっております。Тоже похожая картинка, только здесь уже случай с женщиной, более старшей по возрасту, но не курящей. И как видите, на то, что, несмотря на то, что она не курит, но уже к 42 ввиду каких-то возрастных значит, процессов кровь подвержена сгущению, и поэтому полезно добавлять в питание натрокиназу, и эффекты здесь показаны. И точно так же отмечено, что через 3 недели, если перестать пить, то в принципе обратно сгущение, повышение вязкости обратно наблюдается. 続いての臨床試験ではですね、レーザードップラーを用いた血流の測定を行っております。Следующий клинический тест, это мы смотрели на кровоток, то есть насколько легко и свободно кровь протекает по артериям, то есть был использован специальный лазерный доплеровский анализатор. こちらの画像はですね、両手の中指ですね、これを、末梢ですね、この心臓から一番離れた場所の血流というのが非常にポイントになっていますが、この血流量を見たものがこちらになります。Здесь, значит, картинка именно кровотока в среднем пальце. Средний палец является точкой, где сосуды максимально удалены от крови, и поэтому часто наблюдается недостаток кровотока. 青色から、黄色、赤とですね、色が濃くなるにつれて、この血流量が上がっているというのが、グラフで見てわかるかと思いますけれども、左側が、プラセボですね、ナトキナーゼを飲んでない方、右が、ナトキナーゼになります。ナトキナーゼを飲んでいる人の方がですね、非常にこの血流量が、だいたい3時間ぐらいですね、2時間から3時間で、2時間から3時間でね、上がっているというのがわかるかと思います。И вот здесь показано, значит, 2 группы. Один пациент, принимавший натрокиназу с правой стороны, и слева это плацебо. И как вы видите, в течение срока от 2 до 3 часов цвет пальцев меняется, то есть кровоток улучшается. ナトキナーゼを飲まれている方たちはですね、よくもうすでに薬を飲まれている方も多いんですね。弊社ではこの、医薬品とナトキナーゼを併用して問題ないかというのを、確認する、試験を行っております。Также мы отметили, что очень много людей, которые подвержены гипертоническим процессам, они традиционно значит, принимают какие-то лечебные препараты, и часто возникает вопрос, насколько безопасно совмещать натрокиназу и подобные препараты вместе с медицинским препаратом. その結果ですね、このナトキナーゼと医薬品であるワーファリンですね、これを同時に摂取しても安全でですね、かつ効果があったというのが分かっております。
мы провели клинические исследования и проверили, каким образом значит, реагирует организм на параллельный значит, прием варфарина, это значит, гипертонического препарата, и также натокиназы. И оказалось, что никакой опасности нету, более того, эффективность самого лечебного препарата повышается. そうですね、これまでのナットキナーゼの効果ですね、をまとめますと、この6つですね、ポイントがあります。1番目に、血栓溶解作用ですね。2番目には高血圧を抑制する作用。そして、3番目に、血液の粘性を下げる作用。さらに、血小板を凝集するのを抑制する作用ですね。最後に、血流の改善作用と、6番目にですね、こちらに書いている PAI-1、TPA の、変化ですね。PAI-1 というのは、血栓を、溶かす力を強めるのを、作用ですね、成分になります。TPA というのは、その逆の、物質になりますけれども、それらをナットキナーゼがコントロールするということが、分かっております。Ну и в заключение мы обобщили, значит, все полезные функции натокиназа, и вот здесь вот так вот выделили основные 6. Первое – это, значит, фибролитический эффект, то есть он меньше, становится меньше способность крови формировать тромбы. Второе – это снижение давления крови. Третье – это повышение сжижения крови, скажем так. Затем четвертое – это антиагрегационная активность тромбоцитов. И пятый – эффект улучшения кровотока. И шестое – это снижение уровней PA1 и TPA. То есть это два значит, фактора. Первый, который способствует тромбозам, он уменьшается, а тот, который, наоборот, противодействует тромбозам, он повышается. 最後のスライドになりますけれども、このカーディオマリンをどのような方にお勧めしたいかと言いますとですね、1番目には心臓に問題を抱えている方ですね。そして2番目にストレスを感じている方で、3番目